Как испечь традиционные осетинские пироги? Тонкости приготовления этого блюда бережно хранят и передают из поколения в поколение. Секреты вкусных пирогов сегодня узнали участники мастер-класса в Куртатинском ущелье. Приготовить пироги с разной начинкой смогли как жители республики, так и гости из других регионов России. Среди них профессионалы и просто любители. Жители и гости республики следят за каждым движением рук. Чтобы правильно испечь осетинский пирог, важно все – и техника приготовления, и ингредиенты, и пропорции. Мастер-класс проводит известный изготовитель осетинских пирогов Мадина Чипирова. На килограмм фарша воду. Воды сколько на килограмм? Воды сколько? Ну вот на килограмм, я думаю, 300 грамм, 300 мл, 200. Мадина Чипирова родом из старого Батакаюрта. Работала экономистом в банке. Позже вынуждена была переехать в столицу. Настойчивые поиски работы не принесли результата. И тогда Мадина решила попробовать раскрыть свои кулинарные способности – печь осетинские пироги. Рассказывает, секретами приготовления с ней делилась бабушка. Знания о пирогах мне передала, конечно, изначально моя бабушка Харян. Она, конечно, за всем очень следила, что мы умеем делать, как мы это делаем. У нас такая очень жесткая бабушка была, она прям заставляла все нас делать. Но пироги я так и не научилась делать, пока я жила дома. Ну, а потом уже со временем, так как я уже взрослела, это надо было делать. Приходило осознание того, что я осетинка, Ирон Шулгой маг уже в будущем. Думаю, надо это уметь делать. И начала. Сегодня Мадина работает в комбинате питания «Кремлевский». Мастер-классы проводит регулярно как в столице, так и на малой родине. А участники из разных регионов узнают вкус настоящего осетинского пирога. Есть очень много таких пекарен, которые делают, что хотят, а на самом деле выдают за осетинские пироги. Но те, кто знают, они, конечно, понимают, что это не осетинские пироги. Близко не стоят к ним, помимо того, что очень много нетрадиционных начинок, которые вот вне республики, то есть не осетины, они утверждают, что это осетинские пироги, это осетинские начинки. Но по мере возможности мы рассказываем, какие есть осетинские пироги, какое значение они имеют для республики, для народа. Евгения Кортиева из Ростовской области тоже решила заняться изготовлением осетинских пирогов. 3 месяца назад с мужем открыла семейный бизнес в городе Шахты. Специально приехала в Осетию на мастер-класс, чтобы научиться самой печь пироги. Хотелось такого гуру научиться, потому что они у меня очень красивые, но я думаю, что и вкусные. Много нового открыла. Я тоже как-то училась там, но совсем по-другому все. Здесь намного... В общем, я очень рада, что я сюда попала, и буду внедрять это сейчас у себя там дома. То, что я узнала сегодня. На мастер-классе также и жительница Северной Осетии. Несмотря на то, что процесс приготовления знаком каждой хозяйке, все же решили выведать секреты мастерства у Мадины Чипировой. К слову, объединяет их не только мастер-класс, но и соцсети. Наша группа «Вкусный Владикавказ» была создана Михаилом Ткаченко. Он собрал людей, которые очень любят готовить. Это не обязательно повара, это домохозяйки. И в нашей группе очень хорошие люди собрались. Все друг друга любим, уважаем, но встречи между нами пока не было до сегодняшнего дня. И сегодня вот первый раз наша группа собралась. Рецепт главного блюда осетинского застолья появился несколько веков назад и сквозь столетия дошел до нас вместе со своим древним сакральным значением. А благодаря таким кулинарным мастер-классам его удается донести до современников. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Георгий Такоев. Новости Осетии.